На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба посвящаются. Культурные мероприятия в память о первом президенте Абхазии пройдут в городах и районах республики. Ответчик представил учредительные документы. Продолжается судебное разбирательство за здание Национальной картинной галереи. В честь 110-летия со дня рождения писателя в литературно-мемориальном музее имени Дмитрия Гулия состоялся вечер памяти Константина Симонова. И сначала об истории. Ровно 32 года назад, 17 сентября 1993 года, министр обороны России Павел Грачев встретился в Гудауте с Владиславом Ардзинба, а в Сочи с Эдуардом Шеварднадзе. Грачев предложил Шеварднадзе ввести на территорию Абхазии 2 российские дивизии, тем самым спасти Сухум, на подступах которого уже стояла абхазская армия. Шеварднадзе отказался. В этот же день правительство России потребовало от абхазского руководства незамедлительно остановить боевые действия, прекратить огонь, отвести свои формирования на исходные рубежи. Отказ от этого будет рассматриваться как вызов со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями, отмечалось в заявлении правительства России. Верховный Совет России рассмотрел вопрос о ситуации в Абхазии и в принятом постановлении рекомендовал правительству России, цитирую, «оказать мирными политическими средствами необходимое воздействие на конфликтующие стороны, исключая применение силы». И в этот день, 17 лет назад, был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией. Документ стал прочным фундаментом договорно-правовой базы между двумя странами. На его основе были заключены сотни двусторонних соглашений, обеспечивающих надежное и эффективное регулирование сотрудничества. История и день сегодняшний. Культурные мероприятия в память о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба пройдут в городах и районах республики. По инициативе Минкульта запущен спецпроект, включающий показы документальных фильмов и фотовыставки, сообщили в ведомстве. 18 сентября в 15:00 в Музее боевой славы в Сухуме состоится показ документального фильма режиссера Тимура Квиквискери «За кем идут люди», а также будет представлена фотовыставка, посвященная первому президенту и его роли в истории страны. 19 сентября фотовыставка откроется в Гулрыбском доме культуры имени Гулия. Мероприятие проводится при поддержке Минкульта Абхазии. Распоряжением президента Абхазии Бадры Гунба 2025 год объявлен годом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Конные парады и праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, состоятся в Гудауте 19 сентября, как сообщила один из организаторов мероприятия, директор Госмузея имени Сергея Дбар Гугуца Джикарба. В параде примут участие жокеи со всех сел района. Они пройдут с флагами от памятника в честь павших защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и до привокзальной площади, носящей имя Ардзинба. В средней школе имени Владислава Ардзинба села Нижняя Шера ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации Сухумского района. Во время посещения школы в июне президент Бадра Гунба пообещал помочь с ремонтом и оснащением школы. Строители уже завершили демонтажные работы, снесли старые конструкции, у входа убрали бордюры, подготовили основания под новую ограду. Сейчас идет подготовка к капитальному ремонту фасада здания и благоустройству территории. Будет восстановлен и музей имени Владислава Ардзинба. Все работы планируется завершить до конца 2025 года. В преддверии Дня Победы и независимости в целях усиления мер социальной поддержки ветеранов и семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии президент Абхазии направил в парламент проект закона о повышении пенсий. Бадра Гунба предложил увеличить пенсии ряду категорий граждан в преддверии Дня Победы и независимости, сообщает пресс-служба главы государства, на 2000 рублей героям Абхазии, кавалерам ордена Леона и медали за отвагу, на 1000 рублей инвалидам, семьям погибших и умерших участников войны 92-93 годов, а также добровольцам и их семьям. Повышение предусмотрено и для резервистов, их семей и семей погибших срочников. Всего повышение затронет 7884 получателя на сумму 123,5
6,2 миллиона рублей в год. Финансирование будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Абхазии. Законопроект подготовлен правительством по поручению президента от 27 августа. Кроме того, еще один законопроект, внесенный президентом, предусматривает увеличение персональных пенсий 106 получателям. На эту категорию граждан потребуется 1,3 миллиона рублей в год. Развитие культурного сотрудничества обсудили президент Бадра Гунба и делегация из Татарстана. Президент подчеркнул важность укрепления многолетних отношений и напомнил, что Абхазия всегда помнит помощь Татарстана в военные и послевоенные годы, сообщает пресс-служба главы государства. Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шахразиев поблагодарил за теплый прием и отметил, что Татарстан заинтересован в развитии культурного взаимодействия, в том числе в проведении обменных гастролей и участии в фестивалях и форумах на территории обеих республик. Народное собрание, парламент Абхазии с учетом прошедших 12 сентября дискуссий на площадке Общественной палаты, посвященных вопросу реформы избирательного законодательства, сделал следующее заявление. Парламент готов к любым изменениям, которые укрепят демократические институты и повысят доверие граждан к выборным процессам. Парламент приветствует любую конструктивную дискуссию и обмен мнениями по столь важному для государства вопросу, являющемуся частью работы по обновлению правовой системы. Вместе с тем, по мнению депутатского корпуса, на встрече прозвучали необоснованные и некорректные заявления относительно позиции парламента по вопросу избирательного законодательства. Утверждение о том, что парламент является основным противником реформы и депутаты руководствуются узкокорыстными интересами, являются бездоказательными и спекулятивными. Народное собрание – это законодательный орган власти, деятельность которого направлена на укрепление государственности, обеспечение национальной безопасности и повышение благосостояния граждан. Вопросы изменения избирательного законодательства являются сложными и многогранными, требующими взвешенного экспертного подхода, а не популистских заявлений. Любые реформы должны служить стабильности государства и интересам всего абхазского народа, а не отдельных политических групп, говорится в заявлении пресс-службы высшего законодательного органа Абхазии. Не соответствует действительности и заявление о том, что депутаты видят в данной реформе угрозу продления своего срока. Наша первоочередная задача – это служение народу и обеспечение его интересов. Мы открыты для диалога и разумных предложений от всех конструктивных сил общества, которые могут быть реализованы с учетом национальных интересов, говорится в заявлении парламента. Народное собрание призывает всех участников общественно-политического процесса к ответственности и недопущению заявлений, которые могут вносить раздоры, подрывать авторитет государственных органов власти, законно избранных народом Абхазии. Вопрос обеспечения средствами бронезащиты спецотряда быстрого реагирования МВД обсудил вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут с руководством предприятия «Класс». Также министр совместно с официальным представительством МВД России в Абхазии Сергеем Галенковым посетили научно-производственное предприятие «Класс», одно из ведущих российских разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты, сообщает пресс-служба МВД. Вице-премьер-министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут посетил научно-производственное предприятие «Класс» российского разработчика и производителя средств индивидуальной бронезащиты. Глава МВД Абхазии и официальный представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков осмотрели производственные мощности и выпускаемую организацией продукцию. В рамках визита Роберт Киут провел двустороннюю встречу с генеральным директором научно-производственного предприятия Михаилом Злыдневым и руководством организации. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего обеспечения средствами индивидуальной бронезащиты специального отряда быстрого реагирования МВД Абхазии. Вице-премьер правительства, министр внутренних дел Роберт Киут выразил искреннюю благодарность руководству и сотрудникам организации за участие в социальных проектах и поддержку Республики Абхазия. В селе Лыхны выявлен крупный объект по добыче криптовалют. 70 майнинг-аппаратов в результате проведенных мероприятий обнаружили и изъяли сотрудники милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району и районного отдела службы госбезопасности. В селе Лыхны выявлен крупный объект по добыче криптовалют. На охраняемой территории заброшенной фабрики функционировало 70 аппаратов по добыче криптовалют, мощность энергопотребления которых составила 195 киловатт-час.
Данная майнинг-ферма установлена сотрудниками милиции общественной безопасности, отдела внутренних дел по Гудаутскому району и районного отдела службы государственной безопасности в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий. Все оборудование, принадлежащее Лакое Нателле Константиновне, сотрудниками правоохранительных органов, демонтировано и передано на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. А в селе Мархеул изъяты 8 майнинг-аппаратов. Сотрудники ОВД по Гулрыбскому району выявили 2 объекта по добыче криптовалют. 6 отключенных устройств обнаружены в доме Бессариона Булискерия на улице Эшба и 2 работающих аппарата в домовладении на улице Военно-Сухумская дорога, принадлежащие Ашоту Тарасян, сообщили в МВД. Оборудование направлено на склад госстандарта Абхазии. Продолжается судебное разбирательство за здание Национальной картинной галереи. В ходе очередного заседания арбитражного суда представитель Национальной галереи предоставила учредительные документы, а сторона истца задала уточняющие вопросы, запросила дополнительные документы на здание и попросила время на изучение приобщенных доказательств. Подробнее Надежда Боровикова. Представитель Национальной картинной галереи адвокат Ялса Миканба представила суду учредительные документы, запрошенные истцом в ходе предыдущего заседания. Представитель истца компании «Строймонтаж-сервис 492» адвокат Тея Чигунава задала ряд вопросов по представленным документам. Данное спорное помещение было передано на баланс Министерства культуры с баланса Министерства здравоохранения. По этому поводу у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы читаем пункт 2 данного постановления, где видно, что помещение по улице Лакоба, 31 передается в безвозмездную аренду. А вот я хочу спросить следующее. Именно это помещение Пушкина 8 было ли передано Национальной галерее безвозмездную аренду? Ну, согласно постановлению, там располагается Национальная картинная галерея без арендного договора, то есть на основании постановления Кабинета министров. Адвокат Тея Чагунава попросила предоставить технические документы, которые были оформлены при передаче здания с баланса Министерства здравоохранения на баланс Министерства культуры в 1999 году. А есть ли у вас какие-либо подтверждающие документы, что включает в себя вот этот недвижимый объект по улице Пушкина 8? Что конкретно было передано? Какие объекты? Само здание было передано. Да, а характеристики здания, какие-то параметры, постройки, литера Б, то есть вот такие технические характеристики у вас есть? Нужно уточнить. Нет. На сегодняшний день в Министерстве культуры нет передаточных актов, в которых имеются соответствующие технические характеристики. Предлагаем к следующему заседанию поднять госакты, потому что госакты менялись и обновлялись за весь этот период времени с 1999 года. Мы сделаем соответствующие запросы в администрацию города тоже, предоставим информацию, в каком виде и объеме было передано имущество в 1999 году, так как там вносились изменения в чертежи по поводу земельного участка, так как на сегодняшний день там идет застройка. Да, нужно будет запросить соответствующие документы, чтобы иметь разграничение по земельному участку и по непосредственно самому зданию тоже. Сторона ответчика, то есть представители Минкульта, Кабинета министров, Управления капитального строительства и Национальной картинной галереи считают договор аренды ничтожным и не повлекшим никаких правовых последствий. Судья арбитражного суда Саида Гулия попросила сторону истца высказать позицию по этому поводу. Подписывал его уполномоченный человек, то есть уполномоченное лицо, его подпись никто не ставит под сомнение. Кроме этого, акт приема и передачи вместе с договором аренды были зарегистрированы нами в Госком имуществе. Все условия, которые прописаны там, были приняты сторонами. И в данном случае говорить о его ничтожности не приходится. Те доводы, которые наши оппоненты предоставляют в суде, то есть утверждают о том, что там не было охранного обязательства и соответствующим образом не было зарегистрировано, мы считаем, что это неприемлемо, поскольку
Эта обязанность лежит полностью на Министерстве культуры, на государственном учреждении, который заключал эту сделку. То есть это не входило в наши обязанности. И тот закон, о котором они говорят, как раз таки четко предусматривает, что этот договор должен был зарегистрировать именно госучреждение, то есть в данном случае Министерство культуры. Тут никто не перекладывает ответственность. Сегодня в соответствии со статьей 20 закона прямо указано, что в случае, если договор аренды не прошел соответствующую процедуру регистрации именно в Государственном управлении охраны объектов историко-культурного наследия, он является недействительным. На Министерстве культуры не лежала обязанность, как прямо не указано в законе. Указано, что сам договор должен был пройти соответствующую процедуру регистрации. Более того, здесь речь идет о том, что не Госкомимущество является органом, ответственным за регистрацию такого вида договора, а управление охраны объектов историко-культурного наследия. Также хочу отметить, что договор аренды, он не соответствует форме, поскольку необходимо было заключать охранно-арендный договор. Мы неоднократно заявляли свою позицию. Министерство культуры на момент заключения договора являлось тем госорганом, который обязан был регистрировать, так как в 2014 году в процессе реорганизации госуправления было присоединено к Министерству культуры, и функции госуправления осуществляло Министерство культуры на момент заключения договора. Что касается самого договора, формы подписания и заключения, мы опять же подтверждаем ту информацию, что договор не был составлен специалистами Министерства культуры, правовым отделом или сотрудниками департамента. То есть это ответственность Министерства культуры? Да, это ответственность Министерства культуры, но опять же в делопроизводстве Министерства культуры данных документов не было. Ни в регистрационных журналах, соответствующих ни самого охранного договора, ни договора аренды не было. Мы на прошлых заседаниях предоставляли выписки из журналов регистрации, можем предоставить повторно. Судья арбитражного суда Саида Гулия задала ряд уточняющих вопросов представителю истца. Скажите, пожалуйста, вы тут 24 года не общались с арендодателем? С 21-го? Насколько я знаю, нет, потому что в помещении требовалось, естественно... А вы когда подписали договор и акт приема передачи, вы вообще в помещение заходили в это? Вы что-то там делали? Значит, ключи были от входных дверей, оно было, конечно, в плохом состоянии. То есть там была входная дверь, был замок, да, и были ключи? Да, насколько мне доверитель сообщает, да, были ключи. И, естественно, помещение было в ужасном, непригодном состоянии, требовало много вложений. Поэтому они не могли произвести такой капитальный ремонт, который следовало бы. И в связи с этим, то есть объект был в непригодном состоянии какое-то время. И когда уже начались работы, и нашему доверителю стало известно об этом, он начал обращаться уже с письмами в Министерство культуры. А вы планировали там проводить ремонт? Да, планировали. Они искали инвестора, и там должна была быть организация, что-то по развитию детей, по детскому... Детский центр развлечений, там развитие языка и все такое, что какая-то организация именно для детей должна была быть. В договоре аренды какие-нибудь условия или сроки по восстановлению данного здания ставились перед арендатором? Нет, никаких сроков не До ставилось. окончания срока аренды вы должны были провести ремонт? Да, никаких сроков не было. Юрист Министерства культуры Ирма Цвейба прокомментировала информацию, предоставленную суду адвокатом Теи Чагунава. Информация, которая представлена представителем строймонтаж-сервиса, является неверной, так как они заявляют о том, что Министерство культуры не передавало ключи на момент заключения договора. Здание было запущено, оно было огорожено металлическими ограждениями. Что касается входных дверей, их не было, то есть внутри здания были заросли, не было ни окон, ни дверей, поэтому говорить о том, что Министерство культуры каким-то образом не передавало ключи от дверей несуществующих, это абсурдно. Что касается того момента, что представители строймонтажа сервиса ни разу не обращались в Министерство культуры до 2024 года, мы об этом неоднократно говорили. За этот период времени, с 2021 года, с момента заключения договора, Министерством культуры, силами сотрудников Министерства культуры, а также художников, представителей общественности, несколько раз данное
здание было очищено, вот опять же от этих зарослей, да, и сами художники после заключения данного договора, договор был заключен в сентябре, насколько я помню, это была акция в октябре, художники Абхазии, Союз художников и представители общественности, они проводили там выставку в данном здании, и тогда тоже представители строймонтажа сервиса не заявляли о том, что не являются арендаторами на тот момент, и не предъявляли никаких ни претензий и не обращались в Министерство культуры. То есть 2 раза там проводились акции по расчистке и проведению там выставки в нежилом помещении, без окон, без дверей. Но опять же представители строймонтаж-сервиса не обращались на тот момент в Министерство культуры с какими-то требованиями не проводить там выставки, либо освободить их здание. На этом заседание суда было отложено до 3 октября. Стороне ответчика потребуется время, чтобы подготовить технические документы на здание, запрошенные стороной истца. А адвокат «Строймонтаж-сервис 492» Тея Чагунава попросила время на изучение документов, предоставленных Национальной картинной галереей. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. После пожара в Абхазской государственной картинной галерее российская художница Ксения Тараканова, чтобы помочь восстановить фонд, одна из первых принесла в дар 5 своих картин. «Летнее настроение», «Отдых у моря», «Кипарисовая аллея», «Юность» и «Абстракция». Не жаль расставаться с ними, наоборот, я готова подарить больше. Мне очень приятно, что мои картины будут в Абхазии, в моей любимой стране, поделилась Ксения. Работы художницы, вдохновленные Абхазией, где она бывала с детства, включают пейзажи с изображением моря и Кипарисова, а также новую монохромную работу из серии «Театр» под названием «Юность». По словам директора галереи, коллекция уже пополнилась более чем 60 картинами. С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Вернуться в Россию по свидетельству о рождении смогут только те дети, которые выехали за рубеж до указанной даты, сообщает Консульский департамент МИД России. Также прекращается оформление в консульских учреждениях свидетельства на въезд в Россию взамен утраченного, испорченного документа или если ребенок достиг 14 лет во время пребывания за границей. Родителям рекомендуется заранее оформлять детям загранпаспорт по заявлению законного представителя одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Вице-премьер Вараздат Минасян и министр сельского хозяйства Беслан Джопо посетили ряд аграрных предприятий Ачимчирского и Гулрыбского районов. В селе Кындык осмотрели завод по чистке и фасовке меда и тепличное хозяйство Кындык Агро. Введенное в строй в 2017 году, тепличное хозяйство сталкивалось с технологическими трудностями из-за нехватки специалистов. В настоящее время хозяйство производит от 300 до 500 тонн продукции, поставляемой как на внутренний рынок, так и на экспорт в Краснодарский край. Вице-премьер и министр сельского хозяйства также посетили ООО СП «Аквафуд», предприятие по выращиванию рыбы. В 2024-м 30 тонн продукции предприятия было реализовано на местных рынках. Столичные вести. Администрация Сухума призывает воздержаться от купания в море. На набережной столицы в результате механического повреждения произошел прорыв канализационной трубы. Существует опасность попадания канализационных вод в акваторию Черного моря. В этой связи администрация столицы настоятельно просит воздержаться от купания в течение нескольких дней. Купаться в загрязненной воде строго запрещено. Специалисты столичной администрации уже работают над устранением проблемы. Также выясняются обстоятельства происшествия. По причине механического повреждения произошел прорыв канализационной центральной магистрали, идущей на очистные сооружения. Обстоятельства данного происшествия выясняются. Наши аварийные службы незамедлительно отреагировали. В настоящий момент подготавливаются все необходимые мероприятия для проведения и устранения этой аварии. Но существует угроза попадания грязных вод в акваторию Черного моря, Сухумской бухты в частности. То есть в районе Кортов особенно существует такая угроза. Поэтому администрация города обращается ко всем жителям и гостям столицы с настоятельной просьбой избежать в ближайшие 3-4 дня купания. В настоящий момент СЭС вместе с администрацией
думаю, даст информацию о полном запрете купания на эти дни. Благоустройство, генеральная уборка и новые детские площадки. Администрация Сухума запланировала ряд работ на Старом поселке. По поручению главы администрации Сухума на Старом поселке прошло выездное совещание с начальниками управлений столичной администрации. Участники обсудили проблему протечек в непогоду, кровель многоквартирных домов, вопросы обрезки деревьев, уборки дорог и дворов. Со следующей недели благоустройство займется генеральной уборкой улицы Назадзе и придворовых территорий многоквартирных домов, обрезкой деревьев на улицах Эшпа и Назадзе. Также обсудили состояние подъездов, коммуникаций. Мы будем помогать Старому поселку в решении всех этих проблем, сказал замглавы столичной администрации Константин Тарба. Участники совещания рассмотрели варианты прокладки прямого транспортного сообщения между Старым поселком и новым районом. Были намечены кое-какие маршруты, соединяющие новый район со Старым поселком. Там их несколько, будем заниматься решением этого вопроса, отметил Тарба. Управление городским хозяйством заказало 2 детские площадки для установки во дворах многоквартирных домов по улице Назадзе. Конференция, посвященная памяти этнолога и конфликтолога Полы Гарб, состоялась в Абхазском госуниверситете. Еще будучи студенткой МГУ, она неоднократно посещала Абхазию в составе советско-американских геронтологических экспедиций. Ею взято более 150 интервью с долгожителями. По результатам проведенных исследований Пола Гарб написала книгу «Долгожители». В работе содержится обширная информация об истории, культуре, образе жизни долгожителей Абхазии и секретах их долголетия. После завершения грузино-абхазской войны Пола Гарб инициировала диалог между грузинами и абхазами. При ее поддержке были организованы научные конференции по поиску решений мирного урегулирования конфликта. Друзья и коллеги Полы Гарб поделились воспоминаниями о ней. Нам повезло, что в нашей науке, в нашей этнографии оказался человек, который изучал нас со стороны. Одно дело вот быть внутри культуры, носителем культуры говорить. Она сама очень часто использовала абхазскую паремию, поговорки. У абхазцев есть такое выражение «ана пшьют хыршью». Тот, кто смотрит со стороны, он всегда попадает в цель. И вот в ее исследованиях именно вот этот взгляд со стороны, когда она могла разглядеть, увидеть то, что, к чему мы привыкли. У ее информаторами были люди, родившиеся в позапрошлом веке, то есть люди, рожденные в годы махаджирства, 70-е годы 19 века. Люди, которые жили на изломе цивилизации. Обычно что делаем, ученые делают? Ну, у меня есть какая-то теория, я нахожу цитаты, подтверждения, собираем материалы, мы цитируем. А она показывает человека цельным с его судьбой, соответствующей жизненной философией, с собственным мировидением. Нас мама брала в экспедиции. Ну, она нас воспитывала одна, поэтому девать нас особо было некуда. Либо в пионерлагерь, либо с собой в экспедиции. Поэтому мы часто ездили с ней. Так как судьба нашей семьи, я имею в виду родителей моей мамы, была очень непростой, и связанные с войнами, конфликтами и так далее, то когда она познакомилась с долгожителями, людьми, прошедшими очень непростой жизненный путь и сохранившими при этом человечность, любовь к жизни, уважение, семейные ценности, это не могло не откликнуться ей. И она в какой-то мере, я считаю, стала дочерью культуры. Она ее приняла. В литературно-мемориальном музее имени Дмитрия Гуля состоялся вечер памяти писателя Константина Симонова. На мероприятии в честь 110-летия со дня рождения писателя и поэта гостям мемориального дома-музея
Патриарха абхазской литературы рассказали о жизни и творчестве Константина Симонова в Абхазии, включая военные годы, сотрудничество и дружбу с местной интеллигенцией. Вечер был организован Домом Москвы в Сухуми при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Репортаж с места событий Рады Чечава. Жди меня, я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Есть строки, которые точно бы культурный код, известны всем, интуитивно понятны и близки каждому, пробуждают в сердцах и душах неподдельные, искренние эмоции. Автор таких строк знаменитого стихотворения «Жди меня», ставшего в годы Великой Отечественной войны негласным гимном для сотен тысяч жен, матерей и возлюбленных, Константин Симонов, связан с прекрасной Апсны неразрывно. И об этой связи, о любви к абхазской земле и культуре, пронесенной Константином Михайловичем через годы жизни, на памятном вечере поведали многое. Человек, который умел каким-то невероятным образом дружить, любить и с абсолютным доверием и к абхазским писателям, и не только к писателям интеллигенции, а и к простому народу, к Абхазии в целом. Он писал о том, что двери в Абхазию для него открыл Дмитрий Иосифович Гулия. И вот эта дружба с Дмитрием Иосифовичем Гулия, с его сыном, наш очень известным писателем Георгием Дмитриевичем Гулия, это были очень близкие друзья, на самом деле во многом повлияло на развитие, скажу прямо, на развитие абхазской национальной литературы, которая тогда только-только становилась. Военный корреспондент, на долю которого выпала работа в самое опасное и жестокое время, Константин Симонов часто возвращался к теме войны в своей работе – поэтической, писательской и сценарной. Первые фильмы и спектакли по военным произведениям Симонова появились уже в годы Великой Отечественной. По воспоминаниям современников, это помогло в моральной поддержке солдат и тех, кто ждал бойцов с фронта. С 1947 года Константин Симонов по несколько месяцев в году жил и творил в Абхазии. И продолжалось так вплоть до его смерти в 1979 году. Мы все в долгу перед этим человеком, перед этой личностью, потому что столько, сколько сделал, а это слова уже Баграта Васильевича Шинкуба, нашего народного поэта и всем известного, сказал, столько, сколько сделал Константин Михайлович Симонов для абхазской литературы, для абхазских писателей, не сделал никто. За 30 лет половина того, что сделано им, сделано именно в Абхазии, в Агудзере. И это дорогого стоит. Мероприятие, названное строками самого писателя «Я люблю этот край, люблю вблизи и люблю издали», собрало поклонников его творчества и ценителей литературного наследия как из Абхазии, так и из России. А сам вечер начался с открытия небольшой выставки, посвященной жизни и творчеству Константина Симонова. На многочисленных черно-белых изображениях писатель предстает в самых разных периодах жизненного пути. Одни фото повествуют о тяжелых годах войны. Застывшее мгновение переносит нас аккурат в Берлин 1945 года. Иные иллюстрируют тепло Гудзерского дома писателя, в котором родилось множество известных его произведений. Есть выставки, доступные для посещения до конца текущей недели, и совместные снимки Константина Михайловича с друзьями, коллегами и семьей, и его личные вещи, и даже те, что были сотворены им вручную. Среди представленных реликвий и знаменитая тарелка Пабло Пикассо с его автографом. Памятный вечер после открытия экспозиции продолжился в зале литературно-мемориального музея имени Гулия. Там гости заслушали музыкальные номера, стихи поэта и писателя, историю их написания, поведанную его сыном
Алексеем Симоновым. А народный артист Абхазии Кесоу Хагба прочитал стихотворение Константина Михайловича в переводе на абхазский язык. Салам Харан, нас запшрал избыток чиз, брыцфи зазубран, без запшиз хонхойт сырге, бго халал зарбхаз, урцхер дырвайт яхеги, ирхаштрын яхтаз. Он был выдающимся человеком. Так о Константине Симонове нам поведал государственный и общественный деятель Вячеслав Цугба, которому не единожды довелось встречаться с писателем лично. Мне посчастливилось в жизни неоднократно с ним общаться. Будучи молодым человеком, студентом, а позже уже находясь в должности первого заместителя председателя правительства Абхазии, на 70-летие я вступительное слово о нем сказал в филармонии, которая битком была забита нашей общественностью, представителями интеллигенции, крестьянства, молодежи. Он был выдающийся. И все, что бы он ни сказал, то ли он шутил, то ли говорил серьезно, для меня это было гениально. В Абхазии будут всегда ее помнить. И то, что дача его, где он неоднократно бывал, и лучшие свои произведения создал там, и мне приходилось там тоже бывать, еще в юности, как комсомольский работник. И оно станет очагом культуры. И это не просто филиал этого музея имени Гуля, а это мемориальная дача Константина Симонова. И это место будет для нас святым. История дома Константина Симонова, расположенного в поселке Агудзера, трепетная и трогательная. Множество знаковых произведений автора были написаны именно там. После смерти писателя этот совсем небольшой дом был передан литературно-мемориальному музею имени Гулия. Там появился филиал музея, который был открыт для посещения всех желающих поближе познакомиться с жизнью Симонова в Абхазии, вплоть до начала Отечественной войны народа Абхазии. В ходе кровопролитной войны дом Константина Михайловича, увы, был частично поврежден и по сей день не восстановлен. Но большую часть вещей сотрудникам музея имени Гулия удалось вывести. В одном из писем своих говорил, всегда отмечал, что это его родной дом, что без посещения этого дома он даже не мыслит себе бывать в Абхазии. Частично он подпорчен, но все это исправимо, все хорошо, осталась даже крыша, как я говорю. Вот. Там сделать красивый маленький музей на радость и республике, и ее жителям, и на радость приезжающим. Тем более там у нас аэропорт есть, будет очень удобно, никуда не выезжая в другой город. Здесь вот еще один красивый уголок в Абхазии, еще один музей такого человека. Вот будет у нас, и мы мечтаем об этом. Памятный вечер, посвященный Константину Симонову, выдался теплым и искренним. Пожалуй, под стать самому писателю и поэту, работа и жизнь которого повлияли на сотни тысяч умов, на процветание и развитие литературы и в СССР, и непосредственно в Абхазии, а строки его навеки остались в памяти живущих. Рада Чачава, Сосрыква Агухава, Абаза ТВ. В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась презентация книги литературоведа и критика Руслана Кабба «Сергей Квициния. Жизнь и творчество». Издание представили в год 90-летия автора. На встрече присутствовали представители творческой интеллигенции, студенты и общественные деятели. Собравшиеся отметили вклад Руслана Кабба в развитие абхазской литературы и обсудили творческое наследие Сергея Квициния. Слово Зауру Кварчи.
В Национальной библиотеке презентовали новую книгу литературоведа и критика Руслана Кабба «Сергей Квициния. Жизнь и творчество». Поводом стала и другая дата. В этом году автор отмечает 90-летие. На встречу собрались родные Руслана Кабба и Сергея Квициния, коллеги, друзья, общественные деятели и студенты АГУ. Здесь говорили о вкладе обоих – исследователя и писателя в абхазскую литературу. Руслан Хонейпа имш хагдарадзит бау игцаулу хабсо доха амаца зызуа ргавья ширхоепш ихогранзиги икалам ништамцадзаква авира атцара аусдачу аре хасшазигнат яташоко хампата уикрача ос котежуа абренаюсэн Юбиляр не смог лично присутствовать, но гости услышали фрагмент интервью, записанный журналистом Джамбулом Чхапелия специально к 90-летию Руслана Кабба. Руслан Кабба – литературовед, критик, публицист, заслуженный деятель науки Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гуля, автор более 30 книг и свыше 200 статей. Почетный профессор Абхазского госуниверситета, он воспитал целое поколение писателей, сегодня работающих на абхазском языке. Что книжашься раграцвей абсу культура, абсу литература, ауса зивиште. А при том отжаджала виджихившида, отжаджала абсу филология, че отцарази и мерцаз и студентшем отвешается. Уехала хазаха и гудуру. А я шашас фатиха. Я репш абсу литература здорова, а литература турах тызахо. И на каком-то хачаре херцо, хачаре херзнигас таре и гудуру. А при абсу шуйтша, акарифетша. Хамази псо якарака и дошизенток ари десхум чагец шихтал имекс агкам ерей бзера канда ерги хочпоги и матчик анчелецинта анчатсиахо. Новая книга посвящена жизни и творчеству Сергея Квициния, прозаика, который ушел от нас на 92-м году жизни в 2018 году, и чьи произведения открывают читателю жизнь абхазской деревни, ее традиции и нравы. Его сборники рассказов и роман «Набжовские события» отразили судьбы людей в мирное и в военное время. Сергей Квициния сразухан ичидо шхою, ичидо воюб специалистен из Банзар, Сергей напызхысы, Сергей Андреев напызхысы за усумта, улапахуяны иуду укыларуана тыжи разухан. Яшечка на хапсу прозыч, и харадзагги, айбешли скуа романква, рабхи харгуло, Рчисахезот сара айбешриску и роман «Набжовские события». А пришло ям хецхомпада и пшаны шатхерстаху. Книга Руслана Кабба соединяет биографию и литературный анализ, показывая масштаб личности Сергея Квициния и значение его творчества. Презентация стала не только литературным событием, но и встречей поколений, объединившей тех, кто бережно хранит и развивает абхазскую культуру. Заур Кварджа, Абазатовы. На базе АГУ откроется Центр компетенций для студентов и состоится презентация проекта «Гостеприимная Абхазия». 18 сентября в Абхазском госуниверситете пройдет ряд просветительских мероприятий для студентов
котором расскажут про проект «Гостеприимная Абхазия». С помощью интерактива помогут узнать о конкурсе больше полезной информации, получить помощь в регистрации. Главным событием этого дня станет открытие Центра компетенций, который станет точкой притяжения для развития надпрофессиональных навыков студентов и преподавателей. В Пицунде построят новый спортивный комплекс. Глава администрации города Рустам Агарба рассказал о выполнении поручения президента начать подготовительные работы по строительству в центре города-курорта спортивного комплекса. На месте, где будет построен спортивный комплекс, уже начались работы по расчистке территории и вывозу мусора. В ближайшее время будет подготовлена сметная документация к проекту, сказал он. В рамках проекта запланировано строительство тренировочных залов для различных видов спорта, помещения для проведения соревнований, бассейна. Также в планах организация пансиона для размещения спортсменов и участников соревнований. В ходе рабочей поездки в Пицунду 9 сентября президент Бадрагунба дал поручение приступить к строительству спортивного комплекса. Финансирование объекта частично будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Сейчас о погоде. В четверг, 18 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С полудня ухудшится дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 14 до 19, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 24 градуса, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.